Millet телеканалында Саба программасы сайғылы телесердилер ве энді біз студиямызда мұсафырыны қаршыладық ве сізлер үшін оны тағдым етмеге ашықамыз. Мұна мультфильмден евел біз сізлерге ажайып бір фото суретлеріні көстердік ве сөз бердік ки біздің студиямызда тамам бұл дүлбер фото суретлерінің мөйліфі олacak ве энді достар о сізлерінен көрішмеге таныш олмаға азырдыр ве Адиле bizler için onu taqdim ettim. Memnuniyet ile Kırım foto resamlarından birisi, en muvaffakiyetli Kırım foto resamlarından birisi ve Rusya foto resamlarının birliğine kirgen foto resamcı Sergey Bey Strelnikov. Karşılanız dostlar. Здравствуйте. 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 Хош келдіңіз, добро пожаловать к нам в студию. Чё, Гузель? Рады приветствовать вас. Мы безумно рады приветствовать вас. И наш традиционный вопрос, первое, с чего бы хотелось начать, это утро. Вы как человек творческий, как человек, который постоянно в поисках чего-то прекрасного и вдохновения. Вдохновляет ли вас прекрасное утро и как вы его обычно начинаете? Сегодня оно меня не вдохновило, потому что я сова, и большей частью я засыпаю поздно и просыпаюсь, соответственно, не так рано. Но когда вы меня пригласили и сказали, вот надо рано прийти к вам на передачу, я, конечно, этим вдохновился и практически всю ночь не спал. Я, как сказать, трепетно к этому готовился. Нам очень приятно, спасибо большое, и мы хотели бы уже сразу перейти к основной теме нашей беседы, это ваше творчество. В начале этого года, в начале 2016 года мир, Крым, Россия, мир увидела вашу фотовыставку, вашу работу, которая называется «Видеть, слышать, любить». Мы знаем, что с помощью... Мы знаем, что вы фотографировали глухонемых деток. Что с помощью этой работы вы хотели рассказать миру? Что вы испытывали, когда их фотографировали, и чувства, переполняющие вас? Да, действительно, это была такая выставка, такой проект «Видеть, слышать, любить» он назывался. Почему именно дети? Почему именно дети с такими особенностями? Я так бы назвал их. Мне показалось, что в нашей повседневности, вот в ежедневном таком нашем дне бытовом, порой мы не замечаем каких-то таких, знаете, трогательных моментов. Вот, может быть, и душа не раскрывается полностью. Мы суетны очень. А через тех, кто ограничен в своих каких-то физических возможностях, мне показалось, интересно будет передать их состояние, как они чувствуют этот мир. И действительно, это, так сказать, мои ожидания не обманулись, потому что такой открытости, такой теплоты, такой вот открытости души я не встречал среди очень многих людей, у которых все органы чувств работают нормально. А вот, видимо, компенсация какая-то, она позволяет как-то более ярче проявиться вот каким-то качеством души. И задача стояла на самом деле через вот эти образы, через их взгляд на мир, дать возможность нам всем обратить внимание внутрь себя, в свою душу. И я думаю, что проект удался, а самое главное, вот для меня важное, что был отклик у людей, которые приходили на выставку, и отклик не просто эмоциональный, ах, как... не было задачи, знаете, вызвать жалость. Задача была просто сделать, как бы сказать, такой намек. Посмотрите на себя, посмотрите вот через этих людей, через этих детей. И некоторые мои знакомые, люди состоятельные, откликнулись, и они пришли в этот интернат и сказали, мы очень хотим оказать какую-то помощь, поддержку людям и помочь. И я думаю, что поэтому задача выполнена. Да, благодаря искусству вы благородные идеи доносите к миру. Сергей, в одном из своих интервью вы сказали, что фотограф постоянно должен себе задавать вопрос, зачем я это делаю.
Что еще нужно для того, чтобы стать хорошим фотографом, чтобы сделать хорошую, качественную фотографию? И важен ли тот материал, с которым ты работаешь, то есть что ты фотографируешь, будь то природа, будь то портрет, и техника, которой работаешь, фотоаппарат, все, что тебя окружает в этот момент, люди, с которыми ты работаешь, что важно учитывать при том, когда делаешь фотографию? Интересный вопрос, и такой он философский, я бы сказал, потому что, я думаю, не так важен фотоаппарат, не так важна техническая часть этого вида деятельности, хотя, безусловно, это имеет значение. Важно состояние внутреннее. Действительно, фотограф должен постоянно, да и не только фотограф, любой человек, он должен понимать, думать, размышлять, чувствовать, что происходит внутри, что происходит снаружи, как соотнести. То есть пытаться быть осознанным, задавать себе вопросы. Я не говорю о пустом философствовании. Вопросы должны, на мой взгляд, ложиться на канву жизни. Наверное, это смысл нашего бытия. А фотограф, он просто, может быть, подмечает какие-то стороны и качества наши с вами более остро. У него глаз наметан. Но это всего лишь инструмент. Это всего лишь некое выразительное средство, которое позволяет сделать наше мировосприятие гораздо более широким и интересным. А если фотограф умеет это делать, то, я думаю, и он сможет это передать людям, потому что фотография – это искусство визуальное, оно не требует перевода. Есть эмоциональный отклик, это значит, фотография получилась. Вот я так думаю. А важно ли психологически себя настраивать, например, перед такими проектами, вот как, например, с детишками, например, какие-то проекты с природой? Психологически ли вы настраиваете себя заранее, например, с вечера, что завтра у меня предстоит такая работа, возможно, побыть в тишине нужно какой-то период, осмыслить, прочитать какую-то литературу? Важно ли это? Безусловно. Может быть, так глубоко я не задумывался о том, что нужно сесть и прочитать какую-то книгу, но то, что определенный настрой должен быть, это обязательно. А как иначе? Мы ведь, совершая те или иные действия, должны где-то внутренне настроиться, как-то подумать, что я хочу от этого получить и что я хочу этим дать, как дальше транслировать. Поэтому, безусловно, вы правы. Сергей, хотелось бы снова вернуться к средствам фотографии. Да? Вы уже раскрыли нам образ фотографа, каким он должен быть при фотографировании, каким он должен быть во время работы и на что он должен обращать внимание. Если мы сейчас скажем о портретной съемке, каким должен быть образ человека? Должны ли вы знать его лично, быть знакомы с его внутренним миром, с его желаниями, с его хобби, возможно, да? Для того, чтобы сделать портрет таким, каким вы хотите его видеть. Полным. Да, полным. Либо для этого просто нужна визуальная картинка, красивый человек, которого вы сфотографировали. Конечно, вы правы абсолютно, что чем больше информации я знаю о своем, скажем так, о портретируемом, о человеке, портрет которого я хочу сделать, тем, наверное, интересней, возможно, опять же возможно, потому что фотография это очень субъективно и очень мгновенно происходит, миг вот этот вот. Но в то же время, знаете, все время думать о том, как же я должен быть настроен, это вот состояние, есть приятие, есть вот эта эмпатия, вот это вот чувство такое, знаете, вот мне приятен этот человек, и я хочу что-то наладить с ним какой-то контакт такой, и тогда в портрет получается. Если же человек закрыт, то это очень сложно. Это будет всего лишь фиксация момента, но это фотография на паспорт. Все мы фотографировались на паспорт, и это у многих вызывает до сих пор такие тягостные воспоминания. Здесь, да. Фотография – это уникальное какое-то явление, когда на плоскости изображения вдруг появляется энергия.
Как это происходит, я не знаю. Ну, есть это, есть. Нет, значит, нет фотографии. Это надо отметать. Сергей, готовясь к этому интервью и встрече с вами, мы, конечно же, просмотрели все ваши работы. Все. Большую часть, Большую мы часть. уверены, потому Мы что просмотрели большую часть ваших работ, которую нам удалось найти, конечно, в социальных сетях, на просторах интернета. Знаете, одна из фотографий удивила нас больше всего. В первую очередь нас удивила подпись к этой фотографии. Мы просим наших режиссеров вывести на экран эту фотографию. Вот она, вы можете тоже ее увидеть. Назвали вы ее «Эволюция или?» Многоточие, вопрос. Это нас заинтересовало в первую очередь. Актуальная тема, я думаю, Актуальная для тема для современности, да, я полностью согласна с Фатиме. Что вы несли с помощью этой фотографии? Как бы вы хотели ее раскрыть и рассказать о ней? И где сделана эта фотография и в каких условиях? Ну, это репортажный снимок, вы видите, он такой, то есть не постановочный. Это мероприятие, да? Да, это не какое-то действие было, посвященное открытию, по-моему, аквапарка в Евпатории, если не ошибаюсь. Ну и, как правило, на таких мероприятиях всевозможные выступления. И вот детки, что-то там, танцевальный коллектив какой-то, что-то они исполняли. И так получилось, что они вот выстроились на фоне вот этой заставки, этой картинки, где изображены вот эти персонажи сказочные. Царс. Да. Ну, а знаете, всегда вот этот вот подтекст какой-то присутствует. И мне, собственно, оставалось вкадрировать. Да, а тут уже дальше эта подпись, она сама по себе как-то так вырисовалась. Потому что, наверное, меня и как фотографа, и просто как человека, как бы живущего в социуме, очень беспокоит и волнует вот эта эволюция. Эволюция нашего не столько тела, может быть, а нашего сознания. Куда мы идем, что мы с собой берем, от кого мы это берем. То есть, и что мы передадим потом дальше людям, которые придут за нами. Понимаете, это очень важно. И это просто намек. Это он, может, такой шуточный, но в этом шуточном намеке, наверное, есть какое-то послание, я надеюсь. Сейчас в ходе нашего диалога лично вот я поняла, что в каждой своей работе вы даете посыл зрителю, своему поклоннику вы даете какой-то посыл, задумайся. Это ли основная тема, это ли основная муза, вот когда человек задумался и когда он что-то сделал, когда он что-то понял. То же самое происходило, когда вы отвечали на вопрос про проект «Видеть, слышать, любить». То же самое происходит, когда мы сейчас разговариваем про эту работу. Всегда ли вы фотографируете так, чтобы человек что-то досмыслил, вот с двойным смыслом, возможно, с каким-то подтекстом, и почему? Философский вопрос. Не хочется мне умничать по этому поводу, наверное, излишне. Но любое наше действие, оно должно быть осмысленным. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что количество фотографий, или, как некоторые говорят, фоток, стало немыслимым. Просто вал идет. Селфи, не селфи. Фотографируют все, всех и все подряд. Это так называемый информационный мусор. Фотография сейчас живет вот на просторах интернета от силы день-два, может быть, кому-то повезет и неделю. А мы говорим действительно о искусстве. Все, что мы делаем, должно быть так или иначе передавать какое-то состояние, мое личное или же состояние, происходящее с объектом или с природой. И, может быть, и не стоит задумываться о каких-то таких философских, глубоких вещах, но это всегда должно быть интересно, это всегда должно вызывать эмоциональный отклик. То есть вот эта вот такая грань между подумать, что же там сказал человек, и вот эмоции. Вот это сочетание, это вот гармония, вот достичь этого, это будет здорово. А есть ли у вас любимый жанр фотографий? Портрет, наверное. Портрет. Портрет. Потому что
человек, образ, лицо человека, это вселенная, понимаете. И порой по лицу можно читать не только прожитую жизнь, но и гораздо глубже попробовать понять душу человека. А по морщинкам, как по географической карте, можно вообще путешествовать. Поэтому портрет – это, да. Отлично. Можете ли вы назвать свою профессию психологией? Психологией, и можете ли вы назвать себя психологом? Как вы считаете? Психологом я себя не хочу Ну, называть. например, настраиваете человека, когда он приходит к вам на портретную съемку, как-то общаетесь с ним, пытаетесь его раскрыть, сделать его более раскованным, возможно, для работы с вами. Знаете, психолог – это, наверное, такой специалист, который пытается какие-то навыки, свои знания как-то встроить в нашу вот эту вот непростую повседневную жизнь. У меня подход другой. Мне очень важно найти такой, знаете, общий язык без каких-то сложных слов, без каких-то Манипуляции. да, манипуляций с сознанием. Вот. Есть этот вот, как, вот отклик, что-то будет получаться. Ну, я никак не психолог, наверное, нет. Хотя, наверное, может быть, в подсознании где-то глубоко какие-то такие бытовые навыки я использую, но это, вы правильно сказали, совершенно не манипуляция. Спасибо большое. Спасибо большое, Сергей. Мы Вам благодарим спасибо. вас за интереснейшую беседу. И в конце, опять же, по традиции, пожелания для наших телезрителей, что бы вы хотели пожелать им, как фотограф, как крымчанин, как гость нашей студии сегодня. Дорогие мои зрители, я почему говорю «дорогие мои», потому что я сейчас вот с вами общаюсь, и мне дали такую возможность прямо вот в камеру об этом сказать. Фотография – это интернациональное искусство, визуальное. Не требуется знания разных языков, не требуется каких-то особенностей. Это исключительно эмоциональное впечатление. А поскольку мы все в мире в этом едины, и рано или поздно, наверное, каждый это поймет, я вам всем желаю мира, добра, счастья и всего самого-самого хорошего от всего сердца. Спасибо, Спасибо большое. вам большое. Мы, в свою Спасибо очередь, от имени нашего телеканала, от имени нашей программы желаем вам творческих успехов, новых ярких проектов и всегда рады видеть вас у нас в гостях. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Будем с нетерпением ждать ваших новых проектов. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. İşte dostlar, güzel günü geçirmek için güzel sohbet, kahve, güzel muzika gerek. Bunun episi biz sizge bağışladık. Endi çıkarıda çıkmağa vakit geldi. Ama bundan evvel ava araretinin tanış olmağa da lazımdır.